Дни немецкого языка и литературы в Ингушетии продолжают радовать культурной программой. В Назрановском театре юного зрителя сегодня звучали произведения Гёте, Шиллера, Ремарка и многих других немецких классиков. Инициатором проекта стала студия театра и кино «Барт» при поддержке посольства Германии в России. Залина Могушкова расскажет подробнее. Символично и в духе немецкой культуры состоялось открытие фестиваля Дней Германии в Ингушетии. Даже несмотря на то, что произведения великих немецких писателей звучали не только на своем родном, но и на русском и ингушском языках. Чтение, песни, театральные постановки из отрывков произведений Шиллера, Гёте, Ремарка и других гениев немецкой классики стали своеобразным мостиком между культурами народов Ингушетии и Германии. Литература и вообще искусство отличается тем, что нам показывает чуждое в таком свете, в такой перспективе, что это чуждое станет для нас более прозрачным, что мы открываем родные структуры, что мы в конце концов приближаемся к другой культуре. И это ведь, мне кажется, одна из предпосылок мирного сосуществования. Инициатором проекта «Дни Германии» в Ингушетии стала студия театра и кино «Барт» при поддержке посольства Германии в России. Главная цель проекта – привлечь молодежь Ингушетии к богатой немецкой культуре и популяризировать хоть непростой, но экспрессивный немецкий язык. Немецкий народ, великий народ, который дал жизнь для нас много гениальных личностей, таких как Шиллер, Гёте, Лейбниц, философы высокого уровня. Это огромная культура, и мы всегда должны, я думаю, интересоваться. Зная другую культуру, зная таких классиков, как эти люди великие в своей сфере, мы, я думаю, тоже будем развиваться в каком-то правильном каком-то направлении. Культурные мероприятия, посвященные Дням Германии в Ингушетии, продлятся до 31 октября. Каждый желающий может бесплатно посетить любое событие на выбор из программы проекта. К примеру, завтра в Карабулакском музее изобразительных искусств откроется фотовыставка «Баден-Баден». Залина Могушкова, Магомед Урусханов, Новости 24.